Мы сегодня смело можем говорить, что татарский мир существует в 37 странах и 72 регионах Российской Федерации компактно проживает татарское население. Мы проводим очень много мероприятий, встреч. Татарстан с самого начала, еще в 90-х годах, организовал сотрудничество с регионами России. Все в один момент начали торговать за рубежом, зарубежными фирмами, а мы пошли торговать, как Метин Шаймиев, своими партнерами из регионов России. Это оправдало свое время. Мы контакты установили буквально со всеми регионами. Это для нас было очень важно, чтобы сохранить и поддержать то татарское население, которое до этого, до 90-х годов, не имело какой-то особой поддержки. Чем мы, каким опытом владеем, мы готовы поделиться. Я думаю, вот эта системность, она уже не просто в наших головах, не просто в наших языках, эта системность уже овладела нашими массами. Они знают, что вот эта работа, систематическая работа со всеми категориями людей, она помогает действительно поддерживать жизнь, многогранную жизнь нашего населения. Я уж не говорил еще о наших праздниках Сабантуй, где татарин живет, там и Сабантуй должен быть. Это неписанный закон, и вот он и таким образом и стал. Более 70 регионов России ежегодно праздники проводят уже не просто так, по желанию там, да, пожалуйста, не просто по желанию татарского населения, а уже как праздники, официальные праздники этих регионов. Естественно, на основе татарского праздника оно уже становится любимым праздником всего населения этого региона. Нас никто не ждал на нашей родине, и практически все, что нас связывало с ней, было уничтожено или практически осталось достаточно мало исторических, культурных объектов, и они были в очень скверном состоянии. С первых дней наш народ для того, чтобы укрепиться на своей родине, начал создавать органы местного национального самоуправления. Был создан второй Хурултай крымско-татарского народа, на котором определили пути, задачи, реализации, создания своей государственности на территории Крымского полуострова. За все эти более 20 лет нам удалось только 15 школ открыть, что, конечно, очень мало. Правами тоже достаточно обстоят сложно. Об этом можно говорить, и каждый здесь за столом сидящий скажет вам, может об этом говорить долго. Вся наша борьба направлена на восстановление нашей государственности, и, иншаллах, мы с этого пути не сойдем, и мы этого добьемся, мы все в это верим. Помогаете, скажем так, изучить, понять ту форму работы вашей здесь. Но я хотел бы сакцентировать на том, что наша ситуация достаточно сложная, потому что мы до сих пор не восстановили свою государственность на своей территории. И мы бы хотели, чтобы вы нас услышали. Все, что вы говорите, мы бы это реализовывали бы после определения нашего статуса. И нам бы тоже, наверное, было бы lehçe. İnşallah bugünler gelir. Bizim hareketlerimiz devam edecek ve biz kurultayımızda algan kararların yerine getirmeye hareketlerimizin bakacağız.
Biz ne için bir yaşıyoruz? Ne için Kongres içinde devlet organlarında işlevişi ministrler ve bizim deputatlar katlaşıyor. Çünkü bizim devlet uyuşmaları Türk Milletler Respublikada bütün milletlikinde bir şeylerin kaygılarını koyartığa değiş. Bizim Tatar halkının ayrım problemleri var. Sizin bizim problemlerimiz bu şekilde. Bizim başka halklardan ayrılmalı olarak bizim problemlerimiz var. Eğer de biz devlet sovetinde ya hükümette Tatar meselesiyle aşırılığına başlasak, o bizden xəbərlərimiz dürüst olmadı, işlərimiz dürüst olmadı. Şu an kadar bizim Tatar Kongresi var tek Tatar milletinin problemleriyle aşırılığına, hem biz onların devlet organları onlarla birge yaşayırız. Onlarla bizge buluşabız. Bu bizim kuvvetimizni, kişimizni, mümkünlüklerimizni arttırır. Mesela biz Türk durumda sileştik, şimdiden de sizin en zor problemler aldığın bir dilini saklav, milli megarif, milli medeniyet, jirler turunda, başkalar turunda etmeyeyim, ama siz bana paralı yaşar bilirsiniz. Biz 1990 yılının 30 Ağustos'ta devlet bağımsızlığı turunda, devlet turunda deklarasyon kabul etkende, oylağanıyıq en zor problem bizden iktisat bular, halkın turmuş şartlarını yaşartı bular, hem kalganları indi artık planda bular deb bilədik. Uçundan da o problemler de buldu, siyasi problemler de buldu, bizim status problemler de birinci orunda buldu. Ama lakin en keskin bəhslər bizim Türkiye'sinde buldu. Bizim tel meselesi nişi xalitriye. Bizim vakil bastı, bizim Tatarstan'da qaysı til devlet dili bulur atıyır. Birevler ise Rus tiligine bulur atıyır, biz Rusya'da yaşayırız. Birevler ise Tatar tiligine bulur atıyır, biz Tatarstan'da yaşayırız. Tatar halkı menfaatlerini koyulatı atıyır biz. Birevler ise iki devlet dili bulur atıyır. Bir uzak bahslerden sonra tünge 11'lerge, 12'lerge, tünge 1'lerge hatta parlamentte bahsedersek hem oraya kabul ettik iki devlet dili bulur atıyır. Çünkü başka şey biz kabul ete almaydık. Çünkü parlamentin yardısı Ruslar, yardısı Tatarlar. Ya biz bir qaşanda bir karar kabul ete almayacağız eğer şu kilişuga kilmegen olsa. Bizge televizyonda, Akir televizyonunda çıkış yasaganda sınav verdiler. Sizni Putin jiberdi mi? Siz niye keldiniz? Siz buna kadar kilmegen ediniz. Biz onlarga bu edip ettik. Sizde de bizde de şunday gurub gadet var. Biz şakırıp konak kağına eriyiz. Eğer de şakırgan mısınız biz konakka kilgen buluruz. Kişi ağır halde kalganda, toğanlar ağır halde kalganda, avulda olsa kişinin yurtu yanayken biz şakırganı kütüp durmayız. Biz şilek tutabız, kürek tutabız, su alabız da yugurabız yardım etirge. Mene biz sizge yardım etirge kildik. Bizden nindi yardım kelek, biz koldan kilgenin barısında işlerge girdik. Mene siz sınav verdiniz mi aytam? Niye kildiniz deyip? Cevap verdim, kanagat mı cevaptan? Ola ettik kanagat dedi. Medep eğer de kilmegen bulsak, ne için kilmediniz deyip etseler, benim cevabım bulmasıydı. O vakitte. Onun vaktayımız bir neçik tavaklar almasıydı, ne için kilmegenini. Şuna göre biz kileşek, biz sizge kadar şakırsak. Eğer de ağır halde olsak, şakırmasak da kileşek biz. Hem siz de şöyle bizge kilseniz dedi, hem şöyle birgelaşıp, meselelerini ortağa salıp, sileşip, anlaşıp, birgelep yaşasıp, birgelep yaşasaydı. 12, 14, 16 faiz. Ondan oksak buna Bahçesaray, misal Bahçesaray'da 22 faiz. Onun için bizde böyle umumi alganda saylavları, buna Gossoveti deyik, gelecek saylavları. Siz bizim, men ricam var edi, siz bizi iştin. Biz o saylavlarda общее основание degende biz iştirak etip macamız. Bizde faydası yok. Biz 100 deputattan saylabilerimiz 4-5. 75'e olacak. Yok 75 olsa ondan da az olacak. Kvota verilgen şartta bu kvotanı verilgen kvotanı bu Gossoveti'nin başlıkları aslında alıp taşladılar. Yok. Yok, bir dakika. Yok ettiler. Onun için biz şunu aytgan, biz ricada değil de biz millet olarak, milletin temsil etilgen organı olarak biz o'zi tekliflerimizi ve talaplarımızı ko'rsatamiz. Ve bizde eğer de saylov sisteması değişmese, bizim garant kvotalarımız olmasa, biz o'zi çaremizden ya da uların içinde konuşup, davalaşıp ama bir fikirge kelebilirmiz eğer bizim sayımız yeterli olsa. Ya da biz sokaklarga cemaatle, milletle beraber çıkmaya mecbur olacağımız, yana da o'zi hukuklarımızın talep etmek için. Kvotalar olmasa, olgan gibi. Makedonski turistler galiba kazana ne için degende
Bugün başkaca olacak. Moskova'dan gelen turistler yolbaşçı olacak. Bugün aynı zamanda Kırım'ın yolbaşçıları Kırım'la alakaları yok. Moldova'da doğmuşlar. Konstantinov olsun, Aksunov olsun. Bağı yok. Bugün bunda aşağı var. Darmadağın ederler, keteler. Hiçbir şeye yüreği yanmaz. Eğer bu yerde demek birinciden 94 senede bize kvota vardı, 14%. Bu endi kelişken gibi 20% bu temsil organında bizim kvotamızda. Процент faiz da %20 bizim kalkamızda. Başka bizimle beraber yaşayan kavgaların alakalarına bakıp çok yaşanan zamanda. Böyle bugün geldi, yarın sayılanda öbürsü günü kanun kabul edecek. Kanun kabul etmez. Bizim problemalarını o bilmez ve yüreğine yakın almaz. Шактый вертикаль деп аталады да, вертикаль власти. Анда Кырымда отырган жетекчилер Татарстанда или Башкортстанда или Калуг өлкәсендәге жетекчиләрдән нык аерылмаячаклар. Шуны белеп торыгыз. Ниндидер неведомый стандартлар бар. Кайсылар аркылы халыкның мәнфәгатен кайгыртырга тиешле жетекчиләр шул стандартта эшли. Аларны махсус җыеп торалар, аларны махсус тикшереп торалар, аларны махсус bu мәсьәләләргә өндәп торалар. Шуңа күрә бу хакимият эшли торган хакимият. Монда Украинада ничек булгандыр, сездә менә сезнең мәнфәгатьләр кайгыртылмаган икән, димәк Украина хакимиятләренең бу мәсьәләдә бер төрле стандартлары булмаган дигән фикергә килеп була. Россиядә андый стандартлар бар. Кемдер үзенең теләге белән шунда яшәүче азчылыкларны кысалмый, андый мәнфәгате юк аның, андый нәрсәсе правалары, андый правалары юк аның. Ул аның правалары бар, шушында һәр халыкның мәнфәгатен кайгырту. Бу права барсына да биргән бөтен җитәкчеләрнең соңгы елларда күбесенчә регионнар җитәкчеләренең эшен бәялиләр шушы төбәктәге тынычлык, татулык ниләр буенча. Әгәр дә дин өлкәсендә бигрәк тә, әгәр дә милләтләр арасында бигрәк тә шушы мәсьәләләрдә каршылык чыга икән, регион җитәкчесе хакимияттә тора алмый. Я как историк-этнолог могу сказать, что подлинная история крымских татар еще не написана. Потому что, когда поднимаешь объем материалов, видно, что он связан тысячами нитей. Я вот далеко ходить не буду, приведу только один пример. В родословно-ширинских, которая же была сделана в российский период истории крымских татар, есть пункт об предках ширинских князей, и упоминается Улу Мухаммед хан, который, как сейчас стало известно, стал золоторыцким ханом, опираясь на крымское владение. И он тоже имел тахаллус гирей. Об этом мы очень плохо знаем. И Улу Мухаммед пришел, основал Казанское ханство, и он с собой привел тех же людей, которые остались в Крыму, часть там осталась. Все наши основные племена, ширины, барыны, арганы, кипчаки, были в Казанском ханстве. Они же были в Кастинском ханстве. Все эти люди там остались, это, как сказать, наши вот родственные связи, которые заложены еще в Средневековье. По-тюркски турки, татар, ислам, миллята. И этот миллят имел совершенно иные очертания, чем мы получили позже. Вот сейчас мы оказались в составе другого государства уже, вы оказались, мы здесь живем раньше вас. И знаем, это государство гораздо лучше вас, потому что за 200 лет до вас мы еще тут приспосабливались. Я думаю, что нам необходимо обдумывать и вот такие вопросы, что взаимное сотрудничество может базироваться и на общих идеологических вещах, в том числе, может быть, нам еще раз вернуться к проблеме о том, что из себя представляет татарская общность как таковая. Потому что мы знаем, что есть сибирские, астраханские татары, крымские, казанские там и так далее. Хотя мы все вышли из Золотой Орды, и я даже могу сказать, что вы больше золотоордынцы, чем мы, потому что у нас есть существенно булгарский компонент, а вы чисто золотоордынцы фактически, как сказать, коренной народ Золотой Орды.
И поэтому в этом плане вот формирование самой национального общества заслуживает внимания, мне кажется. Как вот нам идеологически будем преподавать все эти вещи, это же должно быть написано и в учебниках, и наши дети должны знать, как наши предшествующие поколения идеологов конструировали нацию. Нацию можно создавать на новой стадии. Я понимаю, что для крымских татар самый важный вопрос – это вопрос о государственности. Я это абсолютно хорошо понимаю. Но этот вопрос нельзя решить, на мой взгляд, за один шаг. Потому что ситуация в Крыму сложная. И, естественно, вот в процессе присоединения молниеносного Крыма там к власти пришли радикальные круги, с которым вам трудно будет найти общий язык. Поэтому надо общаться на широком российском пространстве тоже. И здесь наша помощь, наша поддержка вам будет очень важна, потому что мы имеем более обширный опыт выстраивания отношений.